преддверии Дня Победы мы решили узнать, чем сегодня живут наши ветераны. Моя коллега Дарья Вологжанина встретилась с руководителем ветеранской организации республики Людмилой Жуковой. Людмила Александровна, здравствуйте. До Дня Великой Победы остается совсем мало времени. Вот с каким настроением ветераны встречают это 9 мая? У ветеранов всегда очень хорошее праздничное настроение, особенно в канун 9 мая. Это самый радостный, самый счастливый для всех день. И в этом году, несмотря на то, что действительно у нас есть еще и другие проблемы, мы беспокоимся о людях, молодых парнях, которые воюют, опять-таки продолжают военные события, но мы все равно готовы их всегда поддержать делом, советом, своим личным примером. Поэтому настроение хорошее у всех. Вот из года в год совершенствуется социальная защита ветеранов. Какие меры наиболее актуальны на сегодняшний день? Но я бы хотела сказать сначала, что за последние 3 года очень много сделано в Республике Коми. Ни в одном регионе Российской Федерации такой заботы о людях, именно ветеранах войны, о детях войны не проявляется такой заботы. За 3 года отремонтировано 1644 жилых дома и квартиры на сумму более 190 миллионов рублей. Кроме того, ежегодно выделяется по 20 миллионов рублей на оздоровление в санатории. По 6-7 заездов мы берем в Максаковку для того, чтобы как можно больше людей вот этого поколения собрать и с ними проводить совместную работу. Очень много выплат сделали сейчас для ветеранов войны и детям войны. Это действительно заслуга. Плюс к тому еще социальное обслуживание этой категории людей раньше было платное. Вот с прошлого года сделали бесплатно труженикам тыла и узникам фашистских лагерей. А с 1 января этого года дети войны, которые нуждаются в посторонней помощи, они будут обслуживаться бесплатно. Это тоже нигде в Российской Федерации такого нет, как в Республике Коми. Это говорит о заботе главы республики, правительства и всех, кто должен заботиться об этих людях. Вы знаете, сегодня, наверное, они уже обеспечены. И самое главное, я думаю, во внимании они нуждаются больше всего. Пообщаться. Пусть они повспоминают, поговорят. И еще остается проблема, последняя, наверное. Это жилье, ремонт жилья. Сельчане все-таки хотели бы, чтобы на них обратили внимание и продолжили хороший, начатый в республике проект «Ремонт жилья для ветеранов и детей войны». Из года в год проходит марафон «Мы наследники Великой Победы». Он уже стал традиционным для нашей республики. На какие цели средства пойдут в этом году? Вы знаете, начну, наверное, со слов благодарности тем небезразличным людям, организациям, предприятиям, кто посильную помощь вносит в сбор средств. Сегодня уже мы собрали 1 275 000. Это больше, чем в прошлом году. Хотя мы сомневались, учитывая обстановку, думали, мало ли что. Но во всяком случае, эти средства собраны мы распределим в основном по сельским районам. А уже советы ветеранов на местах определят, кому персонально, адресно и на что. В основном, конечно, я говорю, первое – это ремонт жилья, это на медикаменты, это на восстановление памятников, на подвоз дров, поскольку сельчане особенно в этом нуждаются. Так что деньги в середине мая уже пойдут по районам и городам. Эти деньги пойдут только ветеранам или вот социальным категориям другим, дети войны? Значит, средства пойдут в первую очередь нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны. И второе, просто пенсионерам, которые нуждаются в помощи. А теперь каждая неделя в школе начинается с подъема государственного флага. Утро у школьников начинается с гимна. И вообще очень много работают патриотических молодежных организаций. Вот общаясь с ветеранами, может быть, слышите о том, что молодежь уже не та, что прежде? К
сожалению, я согласна, что молодежь не та. Им что-то нужно другое. Не у всех, конечно, очень много хорошей молодежи, но есть такая, которая инфантильная, безразличная, не уважающая старшее поколение. Ну что, надо признать, это упущение. И семья, и образование виновато. Но мы стараемся как-то компенсировать. Мы хороший проект проводим «Живая память», где, встречаясь с учащимися, спрашиваем, а что бы вы хотели, дети? Конечно, слышим очень много вот просто живого общения. Еще не в каждой семье сейчас остались люди, которые могут научить, воспитать, подсказать, как себя вести. Поэтому мы сейчас делаем еще ставку на приближение к себе ветеранов боевых действий и отслуживших в армии. Для того, чтобы они почаще выходили в школы, детские сады и высшее учебное заведение. Все-таки прививать патриотизм, культуру нужно постоянно, каждодневно. Сегодня возле Вечного огня очень много деток и школьников, и деток из детских садов. Вот насколько важно знакомить молодое поколение с историей нашей страны. Вы знаете, я просто сегодня умиляюсь, глядя вот на этих наших деточек, которые идут, они знают, зачем они идут, потому что им воспитатель объяснил, что мы пойдем сегодня туда, где стоит памятник, где погибли люди, мы должны низко поклониться этим людям и запомнить. Вы знаете, с детского сада надо обязательно воспитывать это чувство и передавать из поколения в поколение. Поэтому я считаю, что вот такие традиции должны каждый год совершенствоваться, начиная, конечно, с самого маленького возраста. Людмила Александровна, спасибо вам за интервью, спасибо вам за вашу работу и, конечно же, с наступающим праздником Великой Победы вас. Спасибо большое. Я бы тоже хотела сказать, во-первых, слова благодарности тем, ради которых мы должны приложить все усилия, все абсолютно, для того, чтобы им жилось, нашим ветеранам, счастливо. Низко поклониться нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и последним свидетелям войны – это детям войны. Сказать спасибо тем, кого уже с нами нет. Я хочу поздравить всех ветеранов, и не только ветеранов, все население республики с Днем Победы. И попросить ветеранов, не спешите уйти, ветераны войны. Оставайтесь до новой весны.